ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Пятница, 8:45. Общегородская планерка в городадминистрации. Среди вопросов обсуждается ситуация с Севастопольской 13А, куда так и не могут въехать люди. Управление капитального строительства сообщает, что ремонтные работы выполнены. 5 декабря постараются пустить газ. Опрессовка проведена, а в управляющую компанию направлены письма с просьбой организовать доступ в квартиры и уведомить жильцов. К тому же люди, которые жили в предоставленном администрации маневренном фонде, за проживание не платят, а значит, чем дольше тянется история, тем больше расходов несет муниципалитет. Что касается спорных вопросов. Понятно, что задача поставлена до Нового года. В любом случае люди должны вернуться в свои квартиры. Но до этого общее домовое имущество от А и до Я, в том числе и освещение в коридоре, и проводка в коридоре, и все остальное, это привести в соответствии так, как оно должно быть. По квартирам, там мы можем с людьми ничего угодно и разговаривать, и говорить, что он в каком состоянии было, но коридор общедомовой мы должны привести в соответствие. Вам в неделю на это срок. В следующей пятнице это все должно быть, как у вас в подъезде, где вы живете, там, наверное, нет такого. В таком состоянии должно быть это подъезд. Еще один важный вопрос – ситуация с маршрутками. 1 декабря, например, на 12-м маршруте у людей были большие проблемы добраться до города. Ситуация обостряется морозами. На планерку пригласили 2 перевозчиков, которые выиграли тендер на транспортное обеспечение в городе. Это Ухтинская транспортная группа доверия и ООО «Сыктывкарское автотранспортное предприятие номер 1». 1 декабря проблемы были. Что сегодня? Довольно-таки, это так как до этого ходили автобусы малой вместимости, интервал составлял, насколько известно, 2-3 минуты. Сейчас ходят автобусы большой вместимости, от 45 мест и более. Соответственно, интервал сейчас на 12 маршруте составляет порядка 5 минут. По сути, достаточно. Выезжали на линию, контролировали. Выезд автобус сегодня выполнен в полном объеме, который запланирован был. Так как у нас вчера был приезд, позавчера мы приехали поздно. Вчера были морозы, у нас был очень затруднен выезд. На сегодняшний день более-менее ситуация стабилизируется, и обслуживаться маршруты будут стабильны. Также обсуждалось, что на маршрутках работают сыктывкарцы, а это риск потерять свой доход для местных водителей и кондукторов. На это было замечено, что сейчас идут собеседования с ухтинцами. Подали резюме 55 водителей и 25 кондукторов. Однако, гарантирует ли это 100% работу для местных – вопрос. Правда, прозвучало, что ожидается официальное трудоустройство. Что касается невозможности для маршруток выйти на дорогу, потому что 30 ноября истек срок контракта, прозвучали следующие комментарии. Я могу сказать, что там ты не выходили на маршрут, это неправда, это вот этот блок, поэтому здесь, может быть, со стороны, я не говорю, потому что со стороны тех переводчиков, которые говорят, что контракты заключены, они еще не расторгнуты с ними, не направлено к ним письмо, будем говорить, что это саботаж. Получается, контракт есть, а работа не выполнена. Какие-то меры будут предприниматься? Естественно, мы со своей стороны будем принимать меры в связи с тем, что он был с вчерашнего дня. Мэр добавил, что 2 декабря проинспектировал проблемные маршруты сам, коллапса замечено не было. Многих волнует, какое теперь будет расписание движения. На это ответил представитель Сыктывкарской компании. Расписание, так как сейчас действующее, на 9 маршруте, где сейчас у нас вчера ходили рядом, не меняется. Также осталось 68-й, где именно наши большие машины ходят, также осталось. А вот 12 маршрут, грубо говоря, за счет того, что количество машин чуть уменьшилось, но объемом взяли, там интервал в час пик составляет не более 5 минут. Межпиковое время, соответственно, чуть побольше. Прозвучало, что до заключения нового контракта с перевозчиками старый считается действующим. Муниципальный договор с новыми игроками на транспортном рынке Ухты ориентировочно заключат до 10 декабря. Пока же люди могут обращаться со своими жалобами на качество перевозок на спорных маршрутах по телефону 79 17 56. Заработает ли своеобразный телефон обратной связи, покажет практика.